11 и 12 ноября уйгуры со всего мира собрались на 90-м ежегодном собрании Восточно-Туркестанских республик, основанных в 1930-х и в 1940-х годах. В эти дни уйгуры из США, Канады, Японии, Норвегии, Швеции, Франции, Нидерландов, Великобритании, Австралии, Турции и других стран проводили собрания, маршировали по улицам, поднимали флаги, читали лекции по истории Восточного Туркестана, чествовали погибших и молились за них. Всем желающим рассказали о состоянии последней уйгурской национально-освободительной революции, а также извлеченных из нее уроках. Примечательно, что 11 ноября Всемирный уйгурский конгресс привлек внимание к Дням Республики с помощью огромного телеэкрана на Таймс-сквер в оживленном деловом центре Нью-Йорка. На большом телеэкране транслировалась надпись «Национальный день Восточного Туркестана 1933 и 1944 годов». Кроме того, демонстрировался голубой флаг Восточного Туркестана с луной и звездами. Две республики Восточного Туркестана, образованные 12 ноября 1933 и 1944 годов, и День Республики Восточный Туркестан, посвященный памяти героев, павших в этой борьбе, отмечались в Стамбуле. В связи с этим Международная ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана организовала программу празднования Дня Республики Восточный Туркестан и памяти героев-мучеников в Османском зале в районе Кючук-Чекмендже в Стамбуле 12 ноября. В программе приняли участие представители различных неправительственных организаций, политических партий, организации Human Rights Watch, действующей в Стамбуле, уйгурские турки, проживающие в разных провинциях Турции, и большое количество тюркских народов. Всемирный уйгурский Курултай, Такламан-уйгурский шехрият, Уйгурская академия, Федерация жителей Восточного Туркестана, Всемирный фонд уйгурского Курултая, Центр уйгурских исследований, Уйгурское движение, Институт восточно-туркестанских исследований, Союз уйгурских писателей и 12 уйгурских НПО, в том числе инициатива Ильхама Тохти, провели поминальную службу в Стамбуле. Большое количество участников, в том числе представители партий, руководители НПО, ученые, исследователи и активисты, приняли участие в деятельности, проводимой в социальных учреждениях Зейтинбурну, Стамбул. Хотя китайский режим сталкивается с экономическим спадом в результате международного эмбарго, введенного из-за систематического геноцида, который он проводит в Восточном Туркестане, Пекин усугубляет разграбление природных ресурсов Восточного Туркестана. Согласно китайской новостной сети Соху, так называемая китайская сельскохозяйственная нефтяная компания объявила 6 ноября о вводе в эксплуатацию совместной станции Фуюань на нефтяном месторождении Фумен, расположенной в районе Шаяр, провинция Аксу, Восточного Туркестана. По мнению экспертов, этот шаг Китая означает, что он продолжит колонизацию в Восточном Туркестане со стороны государства в рамках инициативы по бурению супернефти и природного газа на глубине 10 тысяч метров, которая началась в последние месяцы, а также является частью плана строительства крупнейшей базы по добыче сырой нефти в пустыне Такмикан. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с представителем Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнем. Стороны обсудили отношения двух стран и события в Газе. Согласно информации из дипломатических источников, министры Хакан Фидан и Чжай Цзюн обсудили также региональные вопросы. Пункт Хунджираб между Пакистаном и Китаем был закрыт на 4 месяца, несмотря на соглашение, достигнутое между двумя странами о том, что Хунджираб будет открыт в течение всего года. Согласно сообщению в газете «Давн», единственный наземный пункт пропуска между пакистанским регионом Гилгит-Балтистан и уйгурским автономным районом Китая Восточным Туркестаном, пограничный переход Хунджираб будет закрыт на 4 месяца в зимний сезон по решению администрации Пекина. Китай сообщил, что проведет совместные учения с 5 странами-членами Ассоциации наций Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом и безопасности на море в своих территориальных водах. Согласно заявлению Министерства обороны Китая, учения Аман-Юи-2023 будут проводиться с середины этого месяца у побережья и у города Цанцань на провинции Гаундан на юге страны. В учениях, направленных на повышение оперативного потенциала в области борьбы с терроризмом и безопасности на море, примут участие армейские военно-морские силы Китая, а также члены АСЕАН – Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа и Лаос.